На следующей неделе состоятся выборы в Туркменистане, где вновь победит действующий президент Курбанкулы Меликулич. Хочу обратиться к нему. Не обращаюсь к вам как к господину, потому что я вас не уважаю, не обращаюсь к вам как к президенту. Вы узурпатор власти. Вы человек, который на протяжении 10 лет пытался и сейчас пытаетесь закрыть рот всем. Это не удалось сделать вам с нами, с нашей семьей. Ненавидите вы нас давно. Вы не можете простить того, что не туркменка встала в защиту своего мужа, не туркменка смогла сохранить лучшее поголовье мира ахалтекинских лошадей, и которая боролась не одна, а со своей семьей. Со мной была мама, 2 сестры, муж моей старшей сестры и мои маленькие дети. Вы человек, который просто решил на примере нашей семьи показать всем, кто вы и как вы можете обратиться с теми, кто посмел открыть рот и высказать свое мнение, которое отличается от вашего. Не успев приступить к власти в 2007 году, 10 января пришли машины из Хекимлика и Дом управления, и с лица земли стали стирать конюшни и ломать дом моего мужа, оставив ахалтекинских лучшее поголовье мира без крыши над головой. Но мы нашли место. Я взяла в аренду, и мы со своими сестрами подняли конюшню до того, как вышел Гильды из тюрьмы. За этим вы прекрасно наблюдали, посылая своих подчиненных следить за мной, как мы это все делаем. Вы человек, который всю жизнь завидовали моему мужу. Вы же сами знаете, вы некрасивый мужчина. Как бы вы ни скакали, как бы вы ни переодевались, как бы вы ни падали с лошади и опять скакали, за деньги вы красоту себе так купить и не смогли. Но вот эти комплексы, которые раздирают вашу душу изнутри, вы ввергли всю страну в страдания из-за своих великих амбиций и чувства неполноценности. Вам ведь дана такая власть, вы можете сделать все, но вы не можете купить себе красоту и не можете купить себе бессмертие. Вы хотите сказать, что вы лидер нации? Нет. Внутри себя, в душе, вы знаете, что вы не лидер нации. Лидер мой муж. Вот за ним шли в пробег, пойдут, идут и дальше пойдут. А за вами люди находятся, потому что они боятся сейчас вас. Власть у вас в руках. Вы окружили себя армией. Вы можете себе представить то время, когда вы были простым врачом из стоматологической клиники, и чтобы вы прошлись по хитровке со своей плеточкой или указкой, встретив достойных джигитов хитровки? Я думаю, вы такое себе не представите. Или у вас уже представление только то, что вы можете так пройтись в окружении своих нукеров на сегодняшний день? Вы истребляете лучших сынов Туркменистана, но государство сильно своими людьми, своими личностями, каковым является мой супруг. Вы человек, который не гнушаетесь ничем. И правдами, и неправдами, из-за своей избалованности вы хотите добиться всего. Но у вас это не получится. Народ Туркменистана все равно знает своих сыновей. И вас не знали. Вас никто не знал, так же, как и не знают сейчас тех кандидатов, которые избираются на выборы. Где они? Те, кто были в 2007 году, в 2012 и сейчас. Или вы такой незаменимый? Все равно придет время, и люди смогут понять, что все это ложь и фальшь. Даже ваша любовь к ахалтекинцам. А вы не задавались вопросом, когда вы убрали ахалтекинских лошадей с денников 9 ашхабадских комиссаров,
Кого туда потом загнали? Хрюшек? Мне интересно, исламские шейхи, которые вешают на вас медаль, знают ли о таком правоверном мусульманине, который отнимает ахалтекинцев, пуская туда свиней? Я думаю, не знают. У вас был шанс остановить метизацию ахалтекинских лошадей. Но вы стали таким же метизатором, как и все те, с которыми боролся Гильдей. Вы гарант Конституции? Вы защищаете честь и достоинство народа? Это же вы организовали пропагандистский террор против тех, кто высказывает другое мнение относительно вас и вашего режима. Вы насадили диктаторство в течение 10 лет. Вы ввергли народ в нищету и бесправие. Вы же не даете никому пожаловаться на какого-нибудь работника, либо, если это тюрьма, то на начальство тюрьмы. Вы тут же начинаете организовывать все то, чтобы было хуже этому человеку, который написал жалобу. Это же ваша метода работы. Вы человек, который ввел уже другие правила. Ваш предшественник Ниязов оскорбил целый вилаят Ташаусский, унизив достойных матерей, седовласых женщин и невест. Вам не нравится моя нация? Вам не нравятся русские, евреи, армяне, татары? Но это мои родители приехали в Туркмению и поднимали здравоохранение. Это мой отец, первый анестезиолог. Это при советской власти дали образование таким, как вы. Да, я не туркменка, но я жена туркмена и мать туркменских детей. Туркменские женщины рожают достойных сыновей, за которыми не страшно идти ни в воду, ни в огонь. И я обращаюсь к туркменским женщинам. Не бойтесь, боритесь за себя, за свою семью, за своих детей. И кто бы вам что ни говорил, что это страшно, опасно, убьют, вы должны бороться с этим режимом. Обращайтесь к нам, пишите письма. Мы ни одно письмо не оставим без внимания. Туркменский народ все равно получит свободу. Туркменские дети все равно будут жить в свободном демократическом государстве. И не только будут показывать внуков, сыновей Бердымухамедова вместе с его папой. У остальных семей тоже есть достойные и дети, и внуки. И они тоже будут баллотироваться в президенты и защищать свои законные права. Народ имеет право. Халкын хакы var.